Еще я вам хочу показать изображение. Сейчас мы переходим от уровня примеров. Опять сделаем один маленький, но очень существенный шаг в области теории. А именно, мы переходим, я вам показываю, как осуществляется переход от логарифмического спектра длин волн протонных резонансов, как вот этот спектр проецируется на плоскость. Как осуществляется проекция спектра длин волн протонных резонансов на плоскость. Показываю, как осуществляется. Следите за стрелкой мышки. Вот участок спектра протонных резонансов, длин волн. Здесь формула написана, логарифм от длины делить на длину волны протона. Вот это вы знаете. Спектр вы уже 100 раз видели. Берем, допустим, вот эту длину волны, вот эту длину волны в этом спектре. И рассчитываем ее. И откладываем эту длину волны вот здесь в виде такой линии. То есть длина этой линии отсюда до сюда, длина этой линии, это и есть длина волны. Хорошо? Процедура понятна? Дальше берем еще одну спектральную линию, вычисляем длину волны и откладываем эту длину волны вот в виде такой линии. И следующую линию, и следующую линию, и следующую линию. То есть вот то, что мы здесь получаем, вот это, которое выглядит как вот это южноамериканская флейта. Как она называется, на которой играют? Пан. Как? Пан. Пан-флейта, да. Выглядит как пан-флейта, да. То, что это выглядит как пан-флейта, это не случайность. Не случайность. Знаете почему? Вот на этом месте, очень хорошее место, я вам это объясню, почему. Вот это длина этих труб, да? Чем длиннее труба, тем звук ниже. И вы знаете, это пан-флейта, вот эта длина этих труб, она тоже вот описывает такую дугу, не прямую, а вот такую дугу. Точно такую же дугу, как вот здесь. Да, и орган, да, то же самое в церкви, все то же самое, тоже нет вот так, а вот такую дугу. Это является следствием того, что наш слух, внутреннее ухо, слуховой нерв также, естественно, работает на базе протонных резонансов. Именно поэтому наш слух, наш слуховой нерв, слуховое восприятие логарифмирует интенсивность звуковых волн, попадающих во внутреннее ухо. И поэтому мы интенсивность звука меряем в децибелах. Децибел – это логарифмическая единица. Гамма музыкальных интервалов. Оказывается, гамма музыкальных интервалов построена
логарифмический – гиперболический. Что такое логарифмическое гиперболическое распределение? Вот это распределение частот f является логарифмически гиперболическим. Цветная дробь описывает гиперболический фрактал. Ну, вы знаете, гипербола единица на x. Ну, у нас 2 на x или 2 на n. И у нас цепная дробь. Каждая цепная дробь стиль теса описывает гиперболический фрактал. То есть он генерирует гиперболический фрактал. А это логарифмический гиперболический фрактал. Где вы видите логарифмический гиперболический фрактал? Вот здесь. Вот это. Вот эта штука тут. Это логарифмический гиперболический фрактал. А вот то, что вы видите здесь, вот это панфлета, это проекция логарифмически гиперболического фрактала на плоскость. То есть на двухмерное линейное пространство или многообразие. Музыкальные интервалы, я вам их уже показывал. Не помню где, но где-то я вам их уже показывал, музыкальные интервалы. Вот они. Музыкальные интервалы. Прима, нет, октава, квинта, кварта, большая терция, маленькая терция, секста, септима и так далее, да? Все. Музыкальные интервалы. Музыкальные интервалы на самом деле имеют логарифмические, гиперболические, фрактальное распределение частот. Это очень легко можно показать. И поэтому здесь возникает не нечто наподобие панфлеты, а возникает настоящая панфлета, на которой вы можете играть. То есть спектр протонных резонансов, или наоборот, спектр музыкальных интервалов, частные случаи спектра протонных резонансов. И почему мы испытываем удовольствие, когда мы слушаем музыку? Потому что спектр музыкальных интервалов в
точности соответствует спектру протонных резонансов. Это причина удовольствия. Это не какое-то приблизительное соответствие, это точное соответствие. И мы это очень хорошо слышим, когда кто-то фальшивит, когда ухо режет. И оказывается, когда мы слышим гармонию, и когда мы слышим... То есть вы можете с помощью своего слуха себя настраивать на протонный резонанс. Все просто. Вы можете слышать, это протонный резонанс, звучит хорошо, протонный резонанс. Звучит скверно, не протонный резонанс. Вот теперь мы объяснили эту панфлету. Вот теперь представьте себе, что вот здесь, где я стою, мы имеем осциллятор. Протонный осциллятор. Да? Это может быть все, что угодно. Это может быть и вот этот протонный осциллятор. Вот он здесь находится. Вот здесь. Протонный осциллятор. Понимаете? Теперь, хоть скоро это протонный резонанс, допустим, да, вот, который мы создаем, создаются, ну, в данном случае, звуковые волны, которые распространяются. Вот так. И теперь спрашивается, на каком расстоянии от осциллятора этот спектр опять достигает максимальной спектральной плотности. И когда он опять спектр имеет дырку. И когда опять спектр достигает максимальной плотности. Вот в этом вопрос. И поэтому мы эти длинные волны откладываем, исходя из центра осциллятора, в виде радиусов, и возникает окружности, распределение окружности, которое показывает нам, где с большой вероятностью, на каком расстоянии от осциллятора, от протонного осциллятора, с большой вероятностью спектр протонных резонансов опять достигает максимальной спектральной плотности и так далее. Вот эта проекция логарифмического или логарифмически гиперболически фрактального спектра протонных резонансов на плоскость. Конечно, в самом деле распространение этого происходит, конечно, не вот так, а в трехмерном пространстве в виде шаров. И на самом деле это, так сказать, сечение этих шаров. То есть, конечно, мы можем рассматривать и проекцию этого спектра в трехмерное пространство. Но сейчас мы ограничиваемся двухмерным случаем с сечением этой проекции или проекции на плоскость. Радиус этих кругов, вы понимаете, никакие угодно радиусы, а эти радиусы в точности соответствуют длинным волн протонных резонансов. Теперь следующий кадр. Это кольца Сатурна.
Я вам сейчас показываю кольца Сатурна. Спектры протонных резонансов, длин волн протонных резонансов в двухмерной проекции можно накладывать на систему колец Сатурна. То есть мы делаем следующее, что анализируем радиус какого-либо кольца Сатурна по Global Scaling. Я показываю процедуру, чтобы было ясно. То есть мы берем радиус кольца Сатурна, делим на длину волны протона и берем логарифм. И таким образом мы знаем, где одно кольцо, какое-либо, какое угодно, мне не важно какое, кольцо Сатурна находится в спектре протонных резонансов. Я тогда знаю, в каком участке спектра длин волн протонных резонансов, в каком участке расположен, где находится этот радиус этого кольца. Дальше мне ничего больше не надо знать. Мне достаточно знать радиус одного кольца. Одного. Понимаете, одного. И я дальше могу выписать полный спектр всех колец Сатурна. И так как система колец Сатурна очень хорошо развита, поэтому мы в системе колец Сатурна увидим все особенности спектра протонных резонансов. Показываем. Мы видим область узла. Это здесь. Это в точности совпадает. Это сейчас не качественное сравнение, а это количественно, абсолютно точно совпадает. Дальше мы видим эту дырку в распределении колец Сатурна. Это вот эта большая дырка между зоной узла и зеленой областью. Зеленая область идет от этой зеленой линии к этой зеленой линии. Тут мы имеем дырку. Это вот эта дырка. Это вот зона узла. Здесь, опять же, рядом с зоной узла мы имеем следующую дырку, а дальше, значит, система колец становится все реже. И здесь, вот эта область, это область, зеленая область. И в зеленой области мы имеем еще вот эту маленькую дырку. Я вам ее еще не показывал. Но я покажу вам ее сейчас. Ну-ка, это вот эта дырка. Вот эта дырка в зеленой области. Она остается даже после перекрытия этих двух спектров, которые зеркально друг на друга накладываются в зеленой области, остается одна единственная дырка, и это вот эта дырка, которая здесь хорошо видна, и эта дырка очень хорошо видна вот здесь в зеленой области. Следующее, это кольца Сатурна. Они, как известно, их происхождение, их структура до сих пор остается в астрофизике загадкой номер один. Никто не в состоянии объяснить, почему именно такое распределение колец, почему здесь дырка, почему здесь там и тут. То есть эта структура, это одна сплошная загадка. С точки зрения Global Scaling теории здесь нет никакой загадки, а наоборот
абсолютно точное количественное совпадение структуры спектра длин волн протонных резонансов в проекции на плоскость. Следующий пример. Строение Солнечной системы. Вот это желтое, вот этот бублик, или эта пышка, вот тут это желтое, это пояс астероидов. Вот так их много. То есть вот то, что вы здесь видите, это не компьютерная модель, а это модель, которая образована исходя из базы данных об орбитах небесных тел Солнечной системы. Это база данных НАСА. Если мы тут смотрим, вот это изображение, то мы видим, значит, вот этот желтый бублик, тут внутри это пояс астероидов, в центре Солнца, и там где-то внутри орбиты Меркурия, Земли и Венеры. Вот эта зеленая линия тут вокруг бублика желтого, это уже Юпитер. Вот эта синяя линия, это уже Сатурн. Вот эта следующая линия, это Нептун, желтая линия Уран, и, значит, вот эта фиолетовая линия, это Плутон. Теперь мы ныряем туда, в Солнечную систему, приближаем вот эту область приближаем, переходим от этого графика к этому графику. Тут мы уже видим этот желтый бублик более подробно, это пояс астероидов, и внутри Солнце, дальше Меркурий, Венера и Земля. Земля это вот эта голубая линия. И вот эта зеленая линия тут вокруг, это зеленая линия Юпитер. А вот эта красная линия на краю пояса астероидов, вот эта красная линия, это орбита Марса. И если мы сюда еще ближе приближаемся, то переходим от этого графика к этому графику. И тут видим уже что ли более подробно. Значит, мы видим Солнце, Меркурий, Венера, орбита Земли. И вот эта красная орбита, это орбита Марса. Вот эта красная орбита, это орбита Марса. А орбита Юпитера остается за пределами. Вот эта голубая орбита внутри пояса астероидов, это орбита одного крупного астероида, который здесь просто показано в качестве примера. Вот это пояс астероидов, это, значит, область главного узла 63 в спектре протонных резонансов. Это то, что вот мы имеем вот здесь. Вот так. Вот. Это вот этот главный узел 63, это вот здесь пояс астероидов. Это проекция фундаментального спектра протонных резонансов на плоскость или на трехмерное пространство. Эта проекция, она очень важна. Она, в общем, имеет массу возможностей для применения и массу возможностей для проведения глобоскейлинг-анализа, например, с помощью шаблонов. То есть создаются шаблоны на фольгах, например, в правильном масштабе изображения вот этой проекции.
спектра определенного участка спектра длин волн протонных резонансов, и с помощью таких шаблонов можно анализировать разные ситуации очень быстро, очень удобно. Но это другая уже тема, которой я сейчас касаться не буду. Сейчас мы перейдем еще к нескольким примерам, тоже с тем, чтобы вы больше понимали суть глобус-скейлинг анализа и значит, видели широкие возможности применения. Но не только это не самая главная цель этого упражнения. Самой главной целью этого упражнения является то, чтобы вы научились правильно пользоваться глобус-скейлинг анализом, правильно его проводить. Ну тут считать, конечно, тут практически почти нечего. Делить, потом логарифмировать, господи, это каждый может. А вот потом правильно понимать, правильно интерпретировать, это можно только научиться на основе большого количества примеров из самых различных областей, естествознания и так далее. И поэтому мы будем брать еще другие примеры. Перейдем, например, к теме, которая называется протонная резонанса в технике. Очень интересная вещь. Ну, известно, любая техническая система состоит на 99% своей массы из протонов. Неважно, какая техническая система, абсолютно все равно. И, например, микропроцессоры, которые используются в компьютерах, которые в основном состоят из кремния, микропроцессоры, они также на 99% своей массы состоят из протонов. То есть и следует ожидать, что свойства этого вещества в отношении поведения этого вещества в режиме собственных колебаний, что вот поведение этого вещества в режиме собственных колебаний существенно на 99% будет определяться спектром протонных резонансов. В микроэлектронике часто используют вещества в режиме собственных колебаний, например, стабилизирующие кварцы в колебательных контурах. То есть используют кварц и кристалл. Этот кристалл, естественно, имеет спектр резонансных колебаний, спектр частот резонансных колебаний. То есть при какой частоте этот кварц вступает в резонанс. При какой частоте вероятность возникновения резонанса достигает максимума. В соответствии мы имеем так называемую резонансную кривую этого кварца и находим, что да, где-то вот в диапазоне вот этих частот, там плюс-минус, вот вероятность возникновения резонанса очень высока, достигает максимума.
И это свойство этого кварца мы используем для того, чтобы колебательный контур, какой-то колебательный процесс электронный, чтобы его частоту стабилизировать. Потому что этот кварц очень хочет совершать колебания именно в режиме резонанса, но совсем не хочет совершать колебания не в режиме резонанса с какой-то другой частотой. Вот это свойство использует и стабилизирует колебательные контуры. Следовательно, если это так, то надо ожидать, что спектр собственных частот этих кварцев будет с большой вероятностью совпадать со спектром протонных резонансов и субрезонансов. И это действительно так. Чтобы уж не совсем так теоретизировать, я приготовил здесь пример из обыкновенной практики, который каждый может понимать, и взял, проанализировал с точки зрения global scaling спектр тактных частот микропроцессоров. То есть спектр тех тактных частот, которые наиболее часто используются и которые как бы этаблировались на практике, которыми пользовались очень широко или которыми пользуются очень широко в микропроцессорной технике. Например, чтобы показать пример, надо что-то показать конкретное. Ну и в данном случае я выбрал тактные частоты микропроцессоров фирмы Intel. Это всего лишь пример. На этом примере можно показать кое-что, но естественно не все. Пример. Вы, наверное, помните тактную частоту 16 МГц. Это значит тактные частоты Intel процессоров в мегагерцах. Вот тут внизу логарифмы спектра, а эти цифры это мегагерцы. А тут над ними процессор 386, например. Вы помните, наверное, еще из давних времен вот эту очень популярную тактную частоту 16 МГц. Оказывается, что эта тактная частота такая была популярная, но в практическом применении, потому что это главный протонный резонанс, это частота одного главного протонного резонанса. То есть энергетическая эффективность, которая отсюда следует, налицо. И естественно, поэтому и вероятность использования этой частоты в качестве тактной частоты для процессорной техники, конечно, эта вероятность очень высокая. Дальше вы, наверное, помните тактную частоту первых процессоров Pentium 75 МГц. Все Pentium шли сначала, очень популярна была частота 75 МГц. Это главный протонный резонанс. Притом 75 МГц, 16 МГц, или вот у Pentium 2 333 МГц. Понимаете, вот когда ты читаешь 333 МГц, то вот поднимается рука вот в эту сторону и хочет тут покрутить. То есть, почему нельзя сделать 300 МГц или 350 МГц? Нет, 333. Оказывается, это главный протонный резонанс.
И это было найдено эмпирически. Ну, дальше, тут еще много можно увидеть. Показываю. Каждый такой узел в спектре протонных резонансов представляет собой границу между слева и справа от узла. Да? Вероятность смены тенденции, а в данном случае смена архитектуры процессора, здесь наиболее высока. Это означает, что действительно вот эти главные протонные резонансы вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, эти главные протонные резонансы в действительности маркируют основные существенные, значит, изменения в архитектуре микропроцессоров. То есть мы здесь имеем, значит, тут на этом узле, значит, тут мы имеем 16-битный микропроцессор, который возникает. Дальше переход здесь осуществляется к 32-битному микропроцессору. Здесь уже к совершенно новой архитектуре, к архитектуре Pentium. Здесь к новой архитектуре Pentium 2. И здесь к новой архитектуре Pentium 4. Pentium MMX zum Beispiel, для примера, Pentium MMX. Его тактные частоты, они расположены всецело в зеленой области. Вот здесь. Это переходная форма между Pentium и Pentium 2. То есть зеленая область – это переходная форма, где вот два спектра накладываются друг на друга, зеркально, это переходная область. Дальше, 486 процессор тоже расположен в зеленой области, тоже переходная форма. Это всего лишь 386 с математическим копроцессором. Больше ничего. И 286. Это тоже переходная форма от исходной 16-битной значит, этой шины к 32-битному процессору. Дальше, этот двухъядерный процессор. Ясно, что это переходная форма. И, кстати, двухъядерный процессор с Pentium 4 ничего общего не имеет. А оказывается, этот двухъядерный процессор, он практически повторяет архитектуру Pentium 3. То есть имеется родственная связь, во-первых, между процессорами, чьи тактные частоты расположены вблизи главных узлов. Это основная смена фундаментальной архитектуры этих процессоров. Дальше мы имеем в зеленых областях переходные формы. И это еще далеко не все. Оказывается, есть связь между процессорами, которые расположены в красных областях, и процессорами, которые расположены в синих областях. И поэтому мы делаем вывод, что следующий процессор будет иметь. Поэтому мы делаем вывод, что значит, спектр тактных частот микропроцессоров в принципе на 99% определяется спектром протонных резонансов. Конечно, можно дальше прогнозировать, но пока мы этим заниматься не будем, занимаемся. Это анализ по глобус-скейлингу. Или глобус-скейлинг анализ. Или сокращенно GS-анализ. Что это такое? Глобус-скейлинг анализ – это спектральный анализ.
Но это не спектральный анализ в смысле Фурье, что мы какое-то распределение пытаемся раскладывать на синусы и косинусы. А это спектральный анализ другого рода, другого характера, другой спектральный анализ, другой метод спектрального анализа, который заключается в том, что мы тот или иной спектр сравниваем со спектром протонных резонансов. То есть мы сравниваем этот спектр не с не раскладываем спектр на компоненты синусов и косинусов, сравниваем этот спектр с логарифмически, гиперболически фрактальным спектром протонных резонансов. Все спектры протонных резонансов, спектры частот, спектры длин волн, спектры периодов колебаний, спектр масс, все эти спектры изоморфны. Это связано с тем, что они связаны друг с другом посредством фундаментальных физических постоянств. Поэтому они изоморфны. Изоморфно это означает морфологически идентичны. А попроще это означает графические изображения этих спектров совершенно идентичны, они одинаковые. И, естественно, формула, которая их описывает, тоже одна и та же. Сейчас мы займемся спектром периодов протонных резонансов. Периодов. Не частот, не длин волн, а периодов. Периодов. Это означает, что если мы хотим проанализировать какой-либо период какого-либо колебания, какого-либо вещества, состоящего на 99% своей массы из протонов, то мы берем этот период колебаний, делим его на период собственных колебаний протона и логарифмируем. И все. И смотрим, где этот логарифм расположен в фундаментальном спектре. Упражняемся. Берем примеры. Для примера мы берем период собственных колебаний одной системы, которая на 99% своей массы состоит из протонов, а именно берем период вращения Земли вокруг своей оси. Это всего лишь пример. На нем можно кое-что показать, но, естественно, не все. Период вращения Земли вокруг своей собственной оси, период этот равен около 24 часов. Да? Ну там эти минуты там уж так точно анализировать не будем, это и не надо, потому что спектр протонных резонансов нам потом покажет, что почему. Значит, 24 часа
надо умножить на 60 минут и на 60 секунд. И это делить на период собственных колебаний протона, а это 7 умножить на 10 минус 25 степени секунды. И логарифмировать, конечно, не забывайте. Вот это период собственных колебаний протона, вы видите на доске. Вот он, вот этот. 7 умножить на 10 минус 20 степени секунды. Это обратная величина собственной частоты протона. Разрешается вычислять. Берем микрокалькулятор. Вот он. И вычисляем. Значит, 24 умножить на 60 умножить на 60 равно. Разделить на 7 в 10 25 степени минус равно и логарифм готов. 66 и 9,8. Теперь мы можем смотреть, где это 66 и 9,8 расположено в спектре, в фундаментальном спектре. Смотрим. Надо. Тоже не надо. Это что-то взять. Вот, берем. Так, еще раз показываем. 66, 98. 66 это тут. Это 67. 66, 98 находится на самом краю зеленой области. О чем это говорит? Во-первых, период или вращение Земли вокруг своей оси, скорее всего, представляет собой молодой или старый колебательный процесс. Не молодой. Старый колебательный процесс, который начался не вчера, а прошел уже все времена релаксации, которые только мыслят. Характерно и положение на краю зеленой области, которое мы встречали сегодня неоднократно. Мы встречали это положение и у Юпитера, у Сатурна, у Солнца и так далее. И сейчас опять же период вращения Земли вокруг своей оси. Старый, установившийся колебательный процесс, который мало флуктуирует. Ламинарный процесс, находящийся в относительно ламинарной фазе своей эволюции. А что быть с краем на зеленой, где турбулентность амплитуды? Вместе с тем, этот колебательный процесс находится на краю зеленой области, где имеется локально повышенная спектральная плотность, что приводит к тому, что период
вращения вокруг Земли, вокруг оси Земли, подвергается легким, незначительным флуктуациям, но зато приобретает этот процесс, возможно, более высокую энергетическую эффективность. Благодаря наличию в этом месте локального протонного субрезонанса. Но это не какой-то главный протонный резонанс, который составляет болтать значит, землю и трястись и так далее. А это вот легкая вариация, легкая вариабельность частоты вращения вокруг оси. И эта легкая вариабельность есть следствие близости протонного субрезонанса, который обеспечивает этому процессу достаточно высокую энергетическую эффективность. Дальше. Если период вращения Земли будет возрастать, допустим, если он будет увеличиваться, то есть Земля будет замедлять свое вращение вокруг оси. Это и нормальный процесс, это и надо ожидать. Тогда, естественно, Земля покинет зеленую эту зону, попадает в соседнюю дырку. В этой дырке вариабельность частоты вращения вокруг оси падает катастрофически, и по мере увеличения неминуемо попадет в соседнюю резонанса, и, значит, как следствие этого следует ожидать вращения вокруг собственной оси. Но это еще далеко, и в настоящее время вращательный процесс носит ламинарный характер, находится в шоколадном положении в спектре протонных резонансов, и ничего ожидать. Следует умножить на 24 часа на 60 секунд. Делить на 7, умножить на 10 минус 25 степени. Нужны качественное высказывание с тем, чтобы мы могли научить правильно проводить по-глобуски и уметь интерпретировать. Значит, считаем. Умножить на 24, умножить на 60, умножить на 60 равно. Делить на 7 минус 25 степень. 70,8. Готово. Где это расположено в спектре периодов собственных колебаний в спектре протонных резонансов? Здесь 72. Здесь 73. А 72,88 находится опять же в зеленой области и, естественно, поближе к краю зеленой области. Вот здесь. Где-то вот здесь. Неважно, где точно. Значит, все высказывания, которые мы только что сделали по поводу периода вращения вокруг оси, мы переносим автоматически на период обращения вокруг Солнца. С маленькой разницей. Какой колебательный процесс из этих двух находится ближе к краю зеленой области? Какой из них? Первый. Тут 88. Это понятно всем? Что этот ближе находится к краю, а этот не к краю. Всем понятно? Из этого следует, это более конечно,
можно было задать вопрос, что стало быть, было время, когда Земля не кульминировала вокруг Солнца, но вертелась как сумасшедшая вокруг своей собственной оси. И где же тогда вокруг, что ли, как мы понимаем? Нет. И сейчас подходим к одному моменту, который является процессом вашего времени. То, как вы себе до сих пор представляли, что это представление мы сейчас будем менять. Конечно, возникла как составная часть Солнечной системы, возникла из этого первичного облака, и понятно, что Земля, сколько она существовала, с большой вероятностью кульминировала вокруг протозвезды, в конце концов Солнца, и, естественно, и совершала колебательное движение вокруг своей собственной оси. И все это одновременно. И как же тогда можно понимать, что один процесс старше, а другой моложе? Вот я вам сейчас это объясню. Сколько раз Земля за все свое существование, сколько она могла сделать оборотов вокруг своей оси, и сколько она могла сделать за этот же промежуток времени, во время своего существования, сколько оборотов вокруг Солнца? В 365 раз больше. То есть она сделала, сколько она теперь уже существует, допустим, 5 миллиардов лет, да? Земля. Или 4,5 миллиарда, сейчас все равно. Сколько она сейчас существует? 4,5 миллиарда лет, допустим, да? Она за это время сделала с большой вероятностью, грубо говоря, в 365 раз больше вращений вокруг своей оси, чем кульминаций вокруг Солнца. Ясно? Логично, а? И поэтому процесс вращения вокруг своей оси более старый, чем процесс кульминации вокруг Солнца. Это совершенно новое понимание времени. То есть получается, что мы имеем здесь практически два времени, две истории, две эволюции, два процесса. Время, которое привязано к процессу вращения вокруг оси, и время, которое привязано к процессу кульминации вокруг Солнца. Это два времени. И в этом строгом смысле этого слова мы будем различать не только два времени. Оказывается, что сосуществует бесконечное количество времен. Совершенно новое понимание, но я вас подвожу к этому пониманию. Сейчас на уровне, скажем так, это ассоциации, интуиции. А завтра мы этой темой займемся целый день. Тема время в глобус-скейлинг теории, с точки зрения спектра протонных резонансов, как мы, это наше представление о времени, и как на этом основаны методы прогнозирования процессов на спектре протонных резонансов. То есть мы можем хорошо прогнозировать течение любых процессов с очень большой и с очень высокой точностью, но для этого именно надо выработать готовым к этому, чтобы некое, ну скажем так, расширенное представление о времени. Вот в этом смысле это более молодой процесс, это более старый процесс. Мы можем даже в рамках, значит, мы даже можем оценить, значит,
эту разницу значит, в этом эволюционном процессе. Чисто количество. Насколько это старше, совершенно точно. В паузе, да, когда у нас была пауза, перерыв, да, вот мне задавали вопросы. Я потом просил, пожалуйста, задайте эти вопросы вот здесь. А здесь их почему-то не задают, я не знаю почему. Я еще помню. Ну так задай, пожалуйста. Да. Когда мы рассматривали Солнечную систему, массы и размеры, там как бросилось в глаза, что планеты идут парами. То есть они занимают ниши по две планеты. Вот это непонятно почему. Почему это не была одна планета из единого куска материи. Вот тут, да? Да. Пара. Да, пара. Внимательный наблюдатель за проведением глобус-скейлинг-анализа, естественно, не мог это не заметить, что почему-то сразу, как мы проведем глобус-скейлинг-анализ, получается, что планеты хотя это относится и к другим небесным делам, но в данном случае хотя бы планеты, почему-то они образуют сразу же пары. То есть это сразу бросается в глаза, сразу же видно. Меркурий, Марс, Венера, Земля, Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн. Пара. Парочка, 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 парочка. Почему? Оказывается, и мы это будем отмечать сегодня еще на других примерах, и завтра в особенности, когда мы начнем заниматься анализом временных процессов и прогнозом таких процессов. Мы это образование парное образование пар, мы будем встречать везде, всюду, на каждом шагу. И это является следствием сосуществования двух спектров. Спектра без сдвига фаз и спектра со сдвигом фаз. То есть наличие сопряженных физических величин и постоянное наличие, перманентное наличие этих двух сопряженных спектров, которые здесь обозначены красным и синим цветами, вот это и есть причина образования этих пар. И это очень такая глубокая, фундаментальная закономерность, которая прослеживается везде и всюду. Значит, завтра мы увидим, что, например, колебательность может даже в таком приводить к образованию пар, в смысле физиологии. Пара, например, женская, значит, половое, также, значит, наличие также является следствием сосуществования синхронного спектра протонных резервов. То есть это образование пар, оно встречается везде вроде, и это не только вот половое, это и многое другое. И в данном случае образование пар планет, пар газовых гигантов, и, значит, это совершенно правильно замечено, но это вот сосуществование синих и красных участков спектра протонных резонансов. Что эта привязка имеется, прогнозирование, значит, дальнейшей эволюции таких пар. То есть всегда одна составляющая, одна половина из этой пары
имеет привязанность к красному участку спектра, и эта составляющая тогда остается к этому участку спектра, а другая составляющая, эта пара, имеет привязанность к синему участку спектра, и поэтому поздно в процессе эволюции значит, будет испытывать аттракторное воздействие соответствующего участка спектра протонного резонанса. Но сейчас я в эти подробности дальше вдаваться не буду, потому что это ничего вам не дает и не даст, если я это буду дальше оформлять длинной речью. Гораздо больше вам будет давать дальнейшие другие примеры, дополнительные примеры. Вот, и на дополнительных примерах вы это все увидите и сможете и для себя это легче и лучше понять. Кроме вращения Земли вокруг своей оси, мы, конечно, еще имеем другие периодические процессы. Ну вот, например, обращение Луны вокруг Земли, да? Обращение Луны вокруг Земли, да? И, конечно, вращение Солнца вокруг своей оси. Солнце, вот, да, звезда, Солнце, оказывается, тоже вращается вокруг своей оси. И приблизительно с такой же частотой, как Луна вокруг Земли. То есть, если Луна делает один оборот вокруг Земли за 28-29 дней, то Солнце один оборот вокруг своей оси тоже делает где-то за 27-28 суток. То есть период обращения приблизительно одинаковый. И коль скоро такой период обращения встречается в Солнечной системе, и, конечно, имеет смысл его проанализировать. Значит, берем от фонаря 28 дней, 28 умножить на 24, умножить на 60, умножить на 60 секунды, делить на 7, умножить на 10 в минус 25 степени секунды, секунда сокращается, логарифмировать расрешается, и результат готов. Смотрим, какой результат. Берем микрокалькулятор. Вот он. 28 умножить на 24 умножить на 60 и на 60 равно делить на 7, 10, 25 минус степени равно и логарифм от этого. 73. Готово. 73. 1, 2, что-то у меня только что. Смотрим где. Так, смотрим где. Это 69. Делится без остатка на 3. Это 70.
Понятно, да? Теперь 70,3.1. Это вот неизвестно где